А вы не влезли, да? Вы не влезли? Мы не пытались. Да. Утро. Эжвинцы проталкивают друг друга, пытаются зайти в автобус. Миссия не из простых. В переполненной до отвала маршрутке соседи, по несчастью, могут не только ступать по чужим ногам, так и локтем в глаз получить просто. Те, кому собственное здоровье дороже возможного опоздания на работу, остаются ждать на остановке следующий автобус. И так каждый день, уже неделю за неделей, утверждают пассажиры. Я в Емвале живу, да, даже иногда мимо проезжает автобус и не останавливается. Я выхожу, стараюсь выйти, чтобы до работы к 8 часам, пол-восьмому добраться. Я на первый автобус езжу, я могла бы на второй, но на второй иногда уже не сесть. И что 18-й, что 54-й, они мимо идут, не останавливаясь. А зима, мороз, стоишь там на ветру. Я иногда по 40 минут стою. Тем не менее, в Коми-Автотрансе ситуацию предпочитают не драматизировать. Мол, действительно, проблема такая иногда всплывает, но бывает редко. А происходит, как правило, из-за снятия одного из автобусов с рейса. Но чаще всего вызывается либо проблемами при дорожном движении, то есть где-то авария, затруднение движения, либо технической неисправностью автобуса на маршруте. Либо автобус попал в ДТП, либо еще какая-то проблема. Соответственно, он выпадает из общего графика, производится замена, но замена происходит с каким-то интервалом. Соответственно, появляется небольшое окно. Оно как бы допустимо, но именно когда это происходит в час пик, это очень такая пиковая нагрузка. А вот в дневное время критичных отзывов от пассажиров о работе сыктывкарских автобусов уже куда меньше. Расписание, комфортность поездок и даже ценовая политика в основном не смущает горожан. Главное, чтобы интервалы движения соблюдались, а это в среднем 6-10 минут. У каждого из рейсовых автобусов свой тайминг. Да только даже в дневные часы не всегда он соблюдается. А уж в вечернее время дождаться заветной маршрутки бывает и вовсе непросто. Устраивает ли вас периодичность хождения 54-го маршрута? Вообще это самый лучший автобус, мне кажется, у нас в городе. Все устраивает. Ну там периодичность, там 15-20 минут, это вполне нормально и не успеешь замерзнуть. Вот 46-й очень хорошо ходит, 17-й, 44-й. Мы всегда ими пользуемся и очень-очень хороший. Пользуемся не часто, периодически. В принципе, все устраивает. Так все хорошо. Автобусы все в полной мере оснащены, хорошо оборудованы и нормально все. Мне нравится вот 44-й, четверка сейчас нормально. Маршруты часто. Долго не приходится ждать. 174-й. Это постоянно ходит. Но, конечно, не устраивает вечернее время, потому что я хожу в Гренис заниматься. У нас заканчиваются репетиции в 8 часов. И тут уже все, и автобусов нет. Мы провели небольшой эксперимент. Когда мы подошли сюда на остановку, здесь стоял 19-й маршрут. Интервал движения между автобусами в эти часы должен составлять максимум 10 минут. Но вот уже 12-я минута, но автобуса все еще нет. Задержки в расписании наша съемочная группа во время эксперимента заметила и на 28-м маршруте. Автобус подъехал на 8 минут позже заявленного. Хотя это не критично, но все же досадно. К слову, при выявлении несоответствия маршрутов автобуса с расписанием мэрия города фиксирует нарушение и наказывает нерадивых перевозчиков рублем. Это, конечно, не решение проблемы. А потому городские власти решили изучить пассажиропоток, чтобы уже после на основе этих данных оптимально сформировать новое расписание и количество автобусов в Сыктывкаре. Проверки стартуют уже этой весной. В прошлом году также, в 2019 году проводилась часть обследования маршрутов по пассажиропотоку, также с силами самостоятельного предприятия СТП-1. Эти маршруты предприятия проводят самостоятельно, поэтому, собственно говоря, чтобы охватить всю свою маршрутную сеть, на которой на сегодняшний момент они осуществляют автобусные перевозки, они обследуют ее в полном объеме. Но еще и силами муниципалитета отдельно будут проведены конкурсные процедуры в апреле-мае по охвату всей сети передвижения транспортных средств.
Изучение пассажиропотока даст понимание протяженности маршрута каждого человека, количество пассажиров на маршруте и когда происходит наполнение автобусов. А значит, и поможет урегулировать частоту рейсов по всем направлениям в городе. Горожанам же пока, судя по всему, стоит набраться терпения и надеяться, что все их чаяния все же будут услышаны городскими властями, а водители маршруток станут внимательнее к своим пассажирам. Подъезжать к остановочным комплексам будут аккуратнее и в указанное в расписании время. Анастасия Михайлова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.